Генеральная прокуратура Абхазии подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. С основным докладом о состоянии законности и правопорядка в стране выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициня. По его словам, надзорная работа органов прокуратуры строилась на основе постоянного мониторинга ситуации в стране и была нацелена на защиту интересов государства и прав граждан. В первом полугодии 2026 года Управлением общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прокуратурой города Сухум, районными и приравненными к ним специализированными прокуратурами в отчетный период проведена большая и результативная работа по линии надзора за исполнением законодательства Республики Абхазия. Среди основных направлений в работе органов прокуратуры указанный период можно выделить следующее. Это надзор в сфере экономики, защита прав граждан, надзор в сфере соблюдения должностными лицами бюджетного, налогового законодательства, а также законодательства, регулирующего вопросы гражданства. Так, органами прокуратуры за первое полугодие 2026 года выявлено 236 нарушений законодательства. Аналогичный период прошлого года 112. В целях устранения выявленных нарушений внесено 50 представлений. Управлением общего надзора Генпрокуратуры в отчетный период проведены две плановые проверки, по результатам которых применено 14 представлений, отметил Квициня. За период 2024-2025 годы установлены нарушения в действиях должностных лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и его подразделений. Проверкой выявлены факты неправомерного привлечения налоговыми органами субъектов предпринимательства к административной ответственности за нарушения, предусмотренные статьями 152.2 КоАП Республики Абхазия, нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций. Говоря об основных результатах противодействия преступности, первый зам генерального прокурора отметил, за первое полугодие 2026 года правоохранительными органами республики были зарегистрированы 292 преступления. Значительное уменьшение правонарушений зафиксировано в Галском районе, а вот в Гагарском районе число преступлений увеличилось. Кроме того, за анализируемый период увеличилось число разбойных нападений. Следственным управлением Генпрокуратуры расследуется уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс по обвинению Лахиной Кристины Максимовны в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть малолетней Лахиной Габриэлы Беслановны, 2022 года рождения, имевшее место 7 апреля 2026 года в селе Мачара Кувиревского района. Допрошенный исчерпывающий круг свидетелей, включая несовершеннолетних очевидцев, располагающих сведений, имеющих значение для дела. Назначен и проведен ряд судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Обвиняемая Лахина содержится под стражей. Следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры продолжается расследование по уголовному делу, вызвавшему общественный резонанс по факту похищения граждан Турецкой Республики Бурхан Саяк и Байрам Абдуллахов. Материалами дела установлено, что Ашу Батарык не позднее мая 2026 года вступил в предварительный сговор с Ереминым Александром, Челикджан Гекханом, Ажиба Шади, Ардзенба Гурамом, Ардзенба Азаматом, Ардзенба Асланом и Такуглы Тайфуном на совершение похищения граждан Турецкой Республики из корыстных побуждений и вымогательства денежных средств в особо крупном размере. Фигуранты настоящего уголовного дела задержаны и по решению Сухумского городского суда заключены под стражу. Говоря о состоянии законности по линии гражданского, административного и арбитражного судопроизводства, Дамир Квициня отметил, что за первое полугодие 2026 года по линии гражданского и судебного управления Генпрокуратуры было рассмотрено 21 гражданское дело. Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры проведена плановая проверка исполнения решений Кабинета министров по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на предмет соблюдения земельного градостроительного законодательства Закона Республики Абхазия о противодействии коррупции. В рамках проверки исполнения решений Кабинета министров по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на предмет соблюдения земельного градостроительного законодательства и Закона Республики Абхазия о противодействии коррупции проведена проверка также по распоряжениям, изданным во исполнении статьи 84 Земельного кодекса в 2022 году.
В ходе проверки произведена выборка по 42 распоряжениям Кабинета министров, изданным в 2022 году, по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на территории города Сухум, Ачимчирского, Гудаутского, Гагарского и Гулирского районов. Осуществлены выездные мероприятия с представителями местных органов управления, а также исследована документация по исполнению вышеуказанных распоряжений Кабинета министров. По результатам проверки установлено, что местными органами государственного управления не выполняются установленные Земельным кодексом Республики Абхазия полномочия по ведению контроля в области регулирования земельных отношений в порядке, установленном правительством Республики Абхазия. Результаты проведенного общения по выполнению координационных мероприятий по противодействию коррупции свидетельствуют о недостаточной работе правоохранительных органов по вопросам предупреждения коррупции, в том числе по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений. Далее о проделанной работе отчитались прокуроры Сухума и районов. По завершении отчетов генеральный прокурор Адгурагарба назвал работу неудовлетворительной, отметив, что если результаты деятельности в скором времени не будут улучшены, коллектив ведомства ждут кадровые изменения. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.